Одну из задач, которые стоят перед администрацией любого населенного пункта в плане решения тепловодоснабжения населения, стоит организация надежного тепловодоснабжения. На протяжении нескольких лет этот вопрос постоянно поднимали жители Калахского наслега перед правительством республики. В нашем поселке, да, знаменательный день, потому что мы сегодня завершаем проект. Сам проект он начался в 2019 году с началом строительства данного круглогодичного водозабора. Да. В марте 2019 года совместно администрация наслега, администрация района и ГУП ЖКХ реализовали первый этап, один из главных. Запустили водопровод. Станция первого подъема, так называемая, водозабор. Глубинный насос установлен производительностью 60 кубических метров. Будет заполняться резервуарный парк, находящийся на котельной, в объеме 600 метров кубических. И по мере необходимости будут производиться работы по заполнению в последующем. Жители это будет обеспечением бесперебойной подачи воды. По крайней мере, в летний период у них были проблемы с подачей воды, перебои, так как котельная у нас не работала. И в летнее время мы не всегда имели возможность подавать воду. А сейчас мы будем подавать воду круглый год и без перебоев. Это было первое долгожданное радостное событие у жителей, с которого все и началось. Для каждого руководителя, будь это глава маленького наслега или района, приоритетной задачей каждодневной работы является благосостояние жителей. Это условия жизни каждого из них. А вот значение такое, строительство такого объекта, водозабора, это, конечно, очень огромное значение имеет. И наши жители очень рады. Трехстороннее соглашение между ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, генеральным директором Амуковым Виктором Викторовичем, районом Алекминским, главой Василием Виктором Николаевичем, мною, муниципальным образованием Калахский наслег, подписан в апреле 2018 года. И вот сегодня уже заработал этот проект. Мы очень довольны. Конечно, мы счастливы. Сегодня у нас радостный день. Открытие водозабора в селе Дапарай. Мы долго очень ждали. Этот водозабор наконец-то осуществилась наша мечта. Эта вода будет обеспечивать наши социальные дома, административные дома и школу, больницу. Мы очень рады, что сегодня наступил наконец-то такой день. Это важное событие, открытие водозабора в нашем поселке. Для вас что-то от вас? Что должно изменить вашу жизнь? Ну, да, изменится к лучшему. У нас уже не будет проблем с водой, наверное. Надеетесь? Да, А до надеемся. этого как приходилось? Ну, самостоятельно, сами. Уважаемый Тайгураз могли. Викторович, Доставляли машины Олег на Егорович водовозках, на Корнилов, водовозках. Кинеха Махтал Сургутутарабын Кёңүллән. Ну, удобно, конечно, для Олег любого Егорович поселка, Корнилов. чтобы была водовозка, но хорошо же, когда вот уже свой водозабор, и уже не будет проблем у нас с доставкой воды. Следующий план у нас провести вот этот холодную воду до населения. И этот план будет, мы считаем, что в этом году мы должны этот план исполнить. По подключениям, этот частный сектор будет он полностью уже подключен, да, к холодной воде. Каждый поселок, населенный пункт. Это сколько домов? Ну, на сегодняшний день у нас подключены
центральное отопление, да, 28 домов, ну, плюс там у нас один многоквартирный дом и четырехквартирный дом для молодых специалистов. В будущем мы планируем также подключить еще 15 домов к отоплению. Так, с окончанием одного из главных этапов проекта начали переходить дальше, к проведению и подключению к центральному тепловодоснабжению микрорайонов села. В октябре 2024 года провели открытие новых теплосетей. Мы рады приветствовать вас на мероприятии, посвященном подключению к системе теплоснабжения домовладений микрорайона Ляпей Кыллапского наслега. Центральное отопление и водоснабжение – это всегда комфорт, уют. Поэтому я от себя лично и от своего предприятия, от руководства предприятия пожелаю вам всего самого наилучшего, здоровья вам, чтобы у вас было всегда тепло. С введением нового участка теплосетей в селе Допорай централизованному отоплению и водоснабжению получили возможность подключиться еще 32 домовладения. В 2022 году, когда отчет правительства был, приезжала делегация, ну и, соответственно, жители села подняли вопрос о подключении частного сектора. Благодаря слаженной работе нашего предприятия, благодаря руководству нашего предприятия Виталию Семеновичу Чукачеву и администрации муниципального образования Кыллапский наслег, мы здесь отработали. 45 лет, как мы с мужем жили. И подарок 45-летию. Даже очень-очень рады. Благодарны нашему администрации, работникам всем. И теплотрассу, которую провели. Вообще топят хорошо? Очень или... даже жарко. Если будет так топить, то зимой вообще будем вот так хорошо. Совершенно чистая вода идет здесь. Полы моем, посуду грязную. Всю жизнь с печкой. И сейчас даже непривычно, что мы печку не топим. Как домой заходим, сразу думаешь, печка, тепло. А сейчас все равно беспокоимся, что сейчас надо печку топить. Всю жизнь топили. Ага, с молодых лет. Конечно, очень удобно, наверное. Вот зиму проживем. Ага, тепло нам дадут. Еще тогда, наверное, успокоимся, что нам повезло жить на старости лет, да? Хорошо, тепло. Держится одинаковая температура и днем, и ночью. Батарея строгая, но она всегда теплая стоит. А воду провели, водопровод, ага. Но пока она еще до кондиции-то не сделали, просто ввели кран в дом. Ага. Напор воды очень сильный, так что надо там что-то делать, кажется. Прямо из ведра вылетает вода. Раньше топили дровами, много тратили дров, кололи постоянно зимой дрова. А сейчас как хорошо. Днем и ночью тепло. В теплом доме просыпаемся. Хорошо, что тепло пришло к нам. И мне, как пожилому человеку, очень хорошо. Когда тепло пришло, мы перестали топить печку. Холодная и горячая вода постоянно есть. Чтобы мыть посуду, стирать одежду. Холодная вода постоянно. Мы очень довольны и рады. Так, один из вопросов, который постоянно ранее озвучивался на встречах с правительством, жителями Допорая, практически полностью воплощен в жизнь. Мы сегодня очень рады и довольны, да, что так как данный проект, он совместно ГУП ЖКХ с нашим администрацией, районной администрацией, она сегодня доведена до логического конца. Конечно же, в решении этого вопроса останавливаться пока рано. Есть еще в селе дома, где также с нетерпением ждут централизованное отопление и водоснабжение. Ну и на будущее, конечно же, в данном наследии у нас есть
перспективы. Есть необходимость подключения еще одного микрорайона, но этот вопрос уже будет отрабатываться непосредственно уже администрацией муниципального образования Крылатский наслег с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Вот так вот, совместно решая вопросы населения на разных уровнях, и идет работа по развитию нашей республики.